Не могу поверить в случившееся. Чарльз Хобухет не может быть сумасшедшим убийцем, каким вы его представили. Это невозможно. Не мог он похитить этого парня. И не надо думать о нем, как о преступнике или индейце из дешевого комикса. У Чарльза уникальный интеллект. Это один из лучших студентов, которые были у меня когда-либо. Он исключительно честен, у него глубокое и тонкое чувство юмора. Относительно этой ситуации, может, это какая-то дурацкая шутка. Давайте лучше я покажу некоторые его работы. Я сохранил копии всех работ Чарльза, которые он писал для меня. Мир еще узнает о нем когда-нибудь. Из заявления доктора Тимона Бартона, отделение антропологии Университета штата Вашингтон. Самая интенсивная охота на человека в истории штата Вашингтон сегодня ведется в дремучем лесу и, возможно, затронет безлюдные пространства Олимпийского национального парка. Официальные представители закона считают, что Чарльз Хобухет, активист движения индейцев за свои права, находится где-то в этом районе со своей похищенной жертвой, 13-летним Дэвидом Маршаллом, сыном только что назначенного заместителя госсекретаря США. Правда, поисковики делают поправку и на то, что этих двоих видели в других местах. Часть поисков сосредоточена на индейской резервации в северно-западной части штата. В розыске примут участие индейские следопыты, а также вызванные из Валла-Валла поисковые собаки. Поиски начались вчера после установления факта отсутствия маршала-младшего в престижном детском лагере «Шести рек» и нахождения так называемого «письма похитителя». Оно было подписано псевдонимом Хобухета «Кацук», и в нем сообщается, что мальчик будет принесен в жертву по древнему индейскому обряду. Из статьи в газете «Пост Интеллидженсер», Сиэтл. Когда отец мальчика прибыл в лагерь «Шести рек», ему показали ряд вещей, которые персоне менее важной могли бы и не предъявить. Только отцом был сам Говард Маршалл, а это означало Госдепартамент и связи с другими шишками из столицы. Поэтому были показаны так называемая записка похитителя и газетные вырезки, которые человек из ФБР доставил в лагерь утром. Объясниться с маршалом следовало. Это был человек, для которого кризисные состояния и необходимость принятия решений были частью жизни. В ответ на вопрос он сказал: «Видите ли, я очень хорошо знаю все это северо-западное побережье. Мой отец валил здесь лес. В детстве и юности я провел здесь много счастливых дней. Мой отец брал индейцев к себе на работу, если только находил желающего трудиться. Платил он им столько же, сколько и всякому другому. Относились к индейцам у нас хорошо. Так что я не могу понять, почему это похищение коснулось моей семьи и меня лично. Должно быть, человек, похитивший Дэвида, сумасшедший».